Да, Лукашенко что-то ожидает от Путина, он ожидает спасения, там, кредитов, помощи. Мы, белорусы, будем рассчитывать на себя, и сейчас будет зависеть все от нашей решимости, от мужества, от последовательности. Ну, я думаю, так будет. Ну, мы же понимаем, что где есть переговоры, там есть и торг. Что может, по-вашему, предложить Лукашенко Путину за ту поддержку, которую он сегодня, очевидно, ему оказывает и будет, наверное, оказывать впредь? Меня не интересует, что Лукашенко обещает Путину. Это без значения. Все будет зависеть от того, смогут ли белорусы продолжить еще протесты по украинскому сценарию еще на несколько месяцев. Я думаю, смогут. Я думаю, с каждым днем лукономика, как у нас говорят, разваливается. И готов будет Путин взять на себя бремя еще после Сирии, после Донбасса, после Крыма, после Ливии, после коронавируса в своей стране. Готов ли он будет взять еще вот эту тяжелую экономическую ношу, помня о том, что вот Советский Союз, который был гораздо мощнее, имел гораздо больше ресурсов, более мощную армию, и он все равно развалился. И вот Путин прикидывает, не станет ли эта ноша смертельной для российской экономики и для него лично.